Наша планета – это невероятных масштабов научная лаборатория. Ищите ответы, исследуйте, открывайте. Фестиваль «Наука плюс». Онлайн-мастер-классы, лекции, экскурсии. Прикоснись к науке вместе с нами. Наш земляк Сергей Степанович Васильев-Барагонский родился в начале 20-го столетия в 1907 году в далекой якутской деревне в семье якута-бедняка. Ни родители, ни тем более сам мальчик тогда не знали, что пройдет совсем немного времени, и мальчик, названный Сергеем, станет не только известным поэтом, но и видным государственным и общественным деятелем Якутии. А пока его детство и юность – это бурные годы революции, гражданской войны, а его молодые годы – это первые комсомольские ячейки, это первые колхозы, первые советы в далекой Якутии. Еще будучи студентом Якутского педагогического техникума, Сергей Васильев участвовал в земельном переделе. Таким образом, он с молодых лет приобщился к общественной работе. В 1930 году уже выпускника Якутского педагогического техникума назначили первым заведующим отдела образования Усалданского района. Затем молодого перспективного человека направили председателем райисполкома Мегино-Кангалатский район, затем Нюрбинский, а последующие годы он работал председателем Якутского горисполкома. Сергей Степанович, помимо этого, работал долгие годы ответственным секретарем и председателем Союза писателей Якутии, неоднократно избирался народным депутатом Якутской АССР и был награжден дважды орденом «Знак почета». Задолго до войны, еще в предвоенные годы, его произведения стали хрестоматийными. А первые свои стихи он написал в 17 лет, а в 22 года он прославился своей первой поэмой «Артель романа». Кстати, эту поэму основатель якутской советской литературы Платон Алексеевич Аюнский назвал первой ласточкой якутской советской романтической поэзии. С первых дней Великой Отечественной войны якутские поэты боролись не только поэтическим словом, они сражались на фронтах с оружием в руках. А слабый здоровьем Сергей Степанович был командирован в действующую армию вместе с Дмитрием Кононовичем Сивцевым, Сорон Амалваном, впоследствии ставшим народным писателем Якутии, героем социалистического труда. И они находились на фронте 3 месяца, встречаясь и поднимая боевой дух своих односельчан, земляков, якутов. Всесоюзную известность он получил после написания своего произведения «Сабля», которую написал в 1943 году и которую перевел на русский язык иркутский поэт Анатолий Ольхон. «Свой быват я сковал, что в боях он стоял, защищая отчизну свою, чтоб родных и друзей силой грозной своей заслонил он в тяжелом бою». Как вы знаете, Якутия находилась в глубоком тылу, но она помогала делу завоевания победы. И эти годы оставили для нашего народа неизгладимый след. А героический труд, участие в Великой Отечественной войне первым изучил и обнародовал кандидат исторических наук, наш земляк Дмитрий Дмитриевич Петров. После войны Сергей Степанович, узнав о подвиге якутских воинов-лыжников на новгородской земле, написал свою поэму-балладу «Священный Ильмень». И за эту
балладу ему в 1969 году была назначена литературная государственная премия имени Платона Алексеевича Аюнского. Тогда же композитор Салиман Владимиров написал одноименную симфонию, а Якутский музыкальный театр поставил драматический балет. Якутский косторез, последующим почетный гражданин Великого Новгорода, заслуженный работник культуры Якутской АССР Аким Бурцев на 3-метровом мамонтовом бивне, вырезав текст поэмы, сопроводив его резными рисунками. А баллада была напечатана во всех республиканских газетах, передавалась несколько раз по радио и была переведена на русский язык. И спустя много лет тема Ильменя не дает покоя новому поколению. Так Степаном Степановичем Аржаковым была написана документальная книга «Ильменкё едене». Народным писателем Егором Неймоховым написан роман одноименный и был снят художественный фильм. Сегодня в городе Старая Русса есть улица якутских стрелков, поставлен каменный обелиск, а на родине, в Ханагорском наследии, где родился и вырос Сергей Васильев, и в годы Великой Отечественной войны он работал здесь учителем, директором школы. Школа носит его имя. А в центре у Савданского улуса Центральная районная библиотека с 1997 года носит его имя. 2015 года усилиями работников Центральной библиотеки имени Сергея Степановича Васильева-Барагонского проводятся всероссийские Васильевские чтения. Так, в 2015 году они проводились в Великом Новгороде, а вот в 2017 году, нынче, они проводились в Санкт-Петербурге. Таким образом, я хочу отметить, что Сергей Степанович Васильев-Барагонский является пока единственным поэтом Якутии, чьим именем на высоком всероссийском масштабном уровне проводятся литературные чтения.